Тем временем новый асфальт трещит по швам. Такая картина в районе села Додь Карткировского района. Активисты ОНФ уже не первый год просят отремонтировать гарантированный участок трассы Сыктывкар-Усть-Кулом. Однако пока дорожники обходятся лишь заделкой шва битумом, что вызывает обеспокоенность общественников, выяснил Александр Карепин. Эти снимки активисты ОНФ опубликовали месяц назад. Однако тревогу они забили еще в 2019 году. Тогда, год спустя, после капитального ремонта, на свежем полотне пошла огромная трещина. Пользователи сети даже прифотошопили белку из мультфильма «Ледниковый период». Однако, по признанию активистов, тогда им было не до шуток. Когда мы зафиксировали данный недостаток на дороге, у нас измерительный инструмент в виде лопаты влезал в глубину на 40 сантиметров. Местами трещина доходила до 6 сантиметров в ширину, и можно было куски асфальта длиной 30 сантиметров, шириной 10 сантиметров, 15 вытащить свободно и обратно вставить. Причина трещины – грунтовые воды. Трасса проходит вдоль болота. От перепадов температур гуляет и грунт, а вместе с ним растет и трещина. Но подрядчик за это ответственности не несет, ведь он укладывал только асфальт, а потому ремонта по гарантии не будет. Однако каждый год углубление заливают битумом, и, как отмечают дорожники, этого вполне достаточно. Для того, чтобы ликвидировать вот эту трещину, надо произвести замену не только дорожной одежды, но и подстилающего слоя песка на глубину 40-50 сантиметров как минимум. Вот. Это, конечно, уже дополнительный затрат, но я считаю, что это и не надо делать. Почему? Потому что такие трещины, они образуются не только на этом участке. Мы в рамках содержания, у нас объемы эти заложены, эти трещины проливаем битумом, значит, весенне-летний период, и наблюдаем. Битумом для чего? Для того, чтобы, во-первых, залить саму трещину, а во-вторых, для того, чтобы туда не попадала лишняя вода. Вот. Поэтому на безопасность движения она не влияет. Держать ситуацию на контроле обещают и местные общественники, чтобы новый асфальт больше не расходился по швам. Если будут своевременно отслеживать, заливать битумом и смотреть за состоянием трещины, я думаю, ничего плохого не будет. Но такая проблема с асфальтом, она по всей территории Республики Коми, потому что вся территория у нас высокие грунтовые воды, и это приводит к разрушению дорожного покрытия. Однако, меж тем, их внимание все больше привлекают внутренние дороги сел и деревень. Трассу-то каждый год латают, добавляют активисты района. А вот заезд в село Додь уже давно требует капитального ремонта. У нас другая проблема. Местные муниципальные дороги в Визябоже, в Додзе и в других селах и поселках района оставляют желать лучшего. Нужно постепенно приводить их в порядок, проводить текущий ремонт. А мы ждем, пока асфальт совсем не разрушится. Что же касается 34-го километра близ села Додь, то дорожники обещают следить и своевременно заливать трещину, чтобы она больше не расширялась. Ну а контролировать исполнение будут все так же общественники. Александр Карепин, Павел Королев, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Карткировский район.